Мама лежала, плакала, у нее огромная тут гематома, прям на нее наехал самокатчик. Она отлетела на метр 2-3. Бишкекчанин Тариэль Теленов запустил онлайн-петицию и собирает подписи за отмену электросамокатов в столице. Моя мама гуляла по улице Магистраль, Токумбаева, пересечение Малдыбаева, вот где мост. Она гуляла с моими двумя сестренками, и шли они, там, где ходят пешеходы. И на нее наехал самокатчик. На одном самокате ехали еще двое парней. Примерно им по 16-17 лет. Они говорят, у них было два выбора. То есть на линии, где ездят самокаты, ехал, оказывается, скутерист. У них был выбор либо врезаться в этот скутер, либо в мою маму. И в конечном итоге они, оказывается, выбрали маму и решили в нее влететь. Она отлетела на метр 2-3, перевернулась и головой, затылком левая сторона, и ударилась об асфальт очень сильно. Как только я приехал в больницу, мама лежала, плакала, у нее огромная тут гематома, прям очень большая гематома, она на левую, лежать просто не могла. Сделали ей маме несколько дней назад операцию, 6-7 винтов закрутили. Да, я, получается, сразу как увидел это состояние мамы, я сразу написал в Threads о том, чтобы все люди мы начали, знаете, искать друг друга, у кого есть пострадавшие, может, знакомые, друзья или родственники. И я создал петицию. И распространяю сейчас. Меня просто это задело очень сильно, что, видите, из-за таких глупых действий со стороны этих парней страдает просто моя мама. И вообще таких ситуаций очень много. Прям мне писали, жаловались, говорили, моего сына сбили, ногу сломали. Вообще запрет электросамокатов. Пока что, до тех пор, пока, не знаю, со стороны государства не будет каких-то условий. Потому что, каждый гуляет по улице, ходит, мы видим, допустим, 3-4 метра, тротуар, там метр выделяется на для самокатчиков, и просто очень узко. Хотя бы этот момент можно было как-то продумать, огромные дороги делают, парковки убирают, хотя бы можно же в плане именно условий для пешеходов как-то что-то сделать.